В Ингушетии, как и по всей стране, активно готовится к предстоящей всероссийской переписи населения. Она стартует в середине октября и впервые пройдет в цифровом формате. Участвовать в ней можно будет тремя способами: принять переписчика у себя дома, прийти на переписной участок или ответить на вопросы в режиме онлайн. Напомню, что всероссийская перепись населения проходит раз в 10 лет. В последний раз масштабный опрос россиян был организован в 2010 году. Ее главная цель – узнать точную цифру численности населения страны, сведения о составе семей и условиях их жизни. 15 октября по 14 ноября проходит основной этап всероссийской переписи населения. По состоянию на 1 января 2021 года численность населения нашей республики, расчетная численность составляет 515 тысяч. И вот эту численность населения необходимо охватить. Для этих целей мы привлекаем более 1200 человек переписного персонала. Из них 993 человека – это переписчики. В республике будет создано 154 переписных участка. И это переписные участки, их так иначе называют стационарными. То есть туда может прийти гражданин самостоятельно и пройти эту перепись. Сама перепись – это первая цифровая перепись, которая проводится на территории России. И три вида возможностей у населения пройти перепись. Первый – это придет домой переписчик, причем переписчик будет работать на планшетном компьютере. Мы уходим от бумажного носителя. Соответственно, удобство работы, оперативность передачи информации. Каждый планшетный компьютер будет оборудован сим-картой, то есть информация в реальном времени будет передаваться по защищенным каналам связи. И мы можем отслеживать, где в конкретный момент находится переписчик, какую работу он выполняет. Вторая возможность – это самостоятельно пройти перепись на портале госуслуг, имея учетную запись. То есть зайти на портал госуслуг, заполнить бланки и на себя, и на домочадцев, и отправить их. При этом гражданин получает QR-код и код о прохождении переписи. Когда к нему придет переписчик, он предъявляет просто этот QR-код, переписчик на планшете считывает его, и, соответственно, вся информация уже автоматически загружается на сервер. И третий этап – это то, что я сказал, на стационарном участке.